Первый этап снятия ограничений. Список определен, план составлен. Это значит непродовольственное помещение, где 400 квадратов и меньше. Значит, это ряд учреждений, оказывающих услуги населению, там, парикмахерские, значит, салоны красоты и другие. И все виды транспорта. Авиа, железнодорожный, автомобильный транспорт, полностью снимаются все ограничения. Сохраняется масочный режим для всех тех, кто сейчас, значит, даже по улице ходит. И мы отдельно с духовенством проговорили, если у нас не будет резкого скачка, то планируется уже с пятницы, уже духовенство, они тоже планируют открытие мечети. Значит, глава республики поставил задачу, чтобы мы обеспечили все мечети масками, дезинфицирующими средствами необходимыми. И мы будем рекомендовать, чтобы там сделали разметки. Разметки внутри мечети, чтобы расстояние между прихожанами было немножко больше. Наши сотрудники администрации муниципальных образований, они со своей стороны тоже окажут содействие необходимым мероприятиям. Маски глава поручил выделить. Я не думаю, что будут проблемы, сложности. Сейчас мы открываем, как было ранее сказано, все практически салоны, ателье, парикмахерские, но которые имеют отдельный вход-выход с улицы. Мы торговые центры, рынки, кроме продовольственных, не открываем, они закрыты вплоть до второго этапа, и то мы будем в зависимости от ситуации рассматривать, выносить на оперативный штаб, потом будет окончательное решение главы республики, что мы будем вторым этапом. Для этого есть определенные показатели, которые мы должны добиться ко второму этапу. Но во всех трех этапах сохраняется масочный режим, чтобы населению было понятно. Выход в первый этап не означает, что можно снять маски, что это сохраняется дезрежим, масочный режим. Особенно те объекты, которые мы дали добро, и это все согласовано с федеральной службой, с Москвой, и все рекомендации, которые нами спущены, они и в указе главы отображены. И людям, чтобы было понятно, маски, масочный режим, дезрежим, вот все, что прописано в указе, это должно неукоснительно выполняться по всем объектам, которые мы дали разрешение работать людям. В зависимости от обстоятельств, если у нас будет улучшение ситуации, стабилизация, мы где-то в районе 20 июня планируем переход на второй этап снятия режима самоизоляции. Там будут дополнительные объекты, которые мы дадим добро, это решением оперативного штаба опять будет утверждено. По поводу людей, которые находятся в зоне риска, как говорится, это люди старше 65 лет, им рекомендация, чтобы они находились на самоизоляции, сохраняется так, как они и в мечетях мы тоже в этих рекомендациях учитываем. И говорим, и написали в этих рекомендациях, чтобы имамы мечети тоже сами поговорили с населением, чтобы люди старше 65 лет, которые болеют, чтобы мечети как-то дома, пока ситуация у нас не выровняется, чтобы как можно ограничили именно что посещение мечети, пятничной молитвы, так как это не то, что самим заразиться, самим болеть, есть шанс и передать, если вдруг будет, сам не зная этого, болеет, это шанс передать другим это заболевание. Поэтому такая просьба, чтобы люди старше 65 лет и люди, которые чувствуют какое-то недомогание, чтобы ограничили, чтобы дома, пока не будет ситуация у нас не выровняться, чтобы больше находились дома.